В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящей пятницы. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Михаил Мишустин поручил выделить 20 миллиардов рублей на поддержку регионов. Якутяне начали терять эпидемиологическую настороженность. Глава Якутии призвал жителей более ответственно относиться к угрозе коронавируса. Действенным способом борьбы с коронавирусом является дистанцирование и масочный режим. В столичном транспорте возобновили контроль за соблюдением мер. Сразу несколько мостовых переходов открыли сегодня на федеральных трассах в Якутии. На днях в социальных сетях появилось видео со свалкой медицинских отходов в Нерюнгринском районе. Наши корреспонденты выехали на место, проверили информацию. Реконструкция второй начальной школы в Ленске близится к завершению. Скоро ребята вернутся в обновленные классы. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить около 20 миллиардов рублей суммарной поддержки регионам страны. Порядка 10 миллиардов направят на выплаты семьям с детьми. Медицинский персонал, задействованный в борьбе против коронавирусной инфекции, также сможет рассчитывать на стимулирующие выплаты. Всего на эти нужды будет выделено около 3 миллиардов рублей. Мишустин отметил, что 65 регионов получат дополнительное финансирование в размере более 1 миллиарда на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны. Помощь окажут агропромышленному комплексу страны. Сроки исполнения поручений президента обязаны соблюдаться, вне зависимости от того, когда они были даны. Более того, если поручение давнее, оно требует особого внимания. Давайте не будем доводить ситуацию, чтобы президенту приходилось делать публичные замечания членам правительства. Прошу Министерство спорта, Министерство просвещения, а также Министерство науки и высшего образования завершить работу по гармонизации законодательства в месячный срок, как и потребовал президент. И по этому поручению предлагаю заслушать министра спорта Олега Васильевича Матыцына на заседании правительства через неделю. Провести предстоящие выходные дома, отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта из-за распространения COVID-19. Такие рекомендации россиянам дали в Министерстве здравоохранения страны. В ведомстве напомнили, что ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок являются эффективными методами контроля заболеваемости коронавирусом. На днях глава Якутии обратился к населению с призывом соблюдать все меры предосторожности. О том, насколько это важно и почему необходимо вновь обрести эпидемиологическую настороженность, Сырглана Неустроева. Еще к началу лета общими усилиями республике, казалось бы, удалось приблизиться к выходу из режима повышенной готовности. Начались послабления, открылись места общего пользования. Однако к осени показатели значительно ухудшились. За последние недели мы приблизились к пиковым значениям конца мая. На сегодня число подтвержденных случаев коронавируса в республике уже превысило 10 тысяч. Ситуация осложняется тем, что за лето мы утратили то, что санитарные врачи называют эпидемиологической настороженностью. Мы перестали чувствовать личную ответственность за распространение инфекции. Многие решили, что коронавирус не страшен. В результате повсюду массовое нарушение санитарных требований, игнорирование масочного режима, социальной дистанции. Разумеется, обращение главы вызвало большой резонанс среди общественности. Многие отметили возможный переход к прежним ограничениям и готовность поддержать те меры предосторожности, которые необходимы в борьбе против распространения опасного вируса. Надо как-то работать на сознание каждого гражданина. Сознательность, только сознательность. Каждый, если не будет сам чувствовать самосохранность о своем здоровье, мы ничего не добьемся. А то, что мы в общество ходим, там маска, дистанция и так далее, это само собой. С каждым днем все больше и больше у нас, к сожалению, больных и по нашей республике, и по России, и даже по всему миру в целом. Поэтому я думаю, что все ограничительные меры, которые необходимо, скажем, принимать, да, нужно, чтобы соблюдали все. Немалое беспокойство вызывает и сезонная вспышка ОРВИ. Тем более, что симптомы обычной простуды зачастую принимаются гражданами за уже более серьезное заболевание. Здесь соблюдение мер безопасности как раз-таки и поможет сохранить не только здоровье, но и драгоценное время самого пациента и врача. Конечно, очень большие нагрузки
Понятно, что очень большие нагрузки. Сейчас к нам на помощь пришли наши младшие братья. Это студенты медицинского института ЕГУ, старшекурсники. И то, что появился насморк и температура, еще не значит, что вы умираете. Это всего лишь ОРВИ. И поспокойнее надо к этому относиться. Есть четкие алгоритмы. Делайте это, сделайте то. Да. Сейчас очень много алгоритмов. И надо начинать себя лечить. Конечно, своевременно лечить, обратиться в поликлинику, не создавать паники. К сожалению, многие уже попросту устали жить дистанционно, в масках и перчатках. И все же за последние 7 месяцев механизмы, отработанные для того, чтобы чувствовать себя максимально комфортно в нынешних условиях, достигли небывалых высот. Теперь не только покупки, но и развлечения, учеба и даже работа доступны на дому. Остается только перетерпеть и помнить: успех в борьбе с коронавирусной инфекцией – ответственность каждого. Сарглана Неустроева, Якутск. В Алданском районе ежедневно выявляется по несколько случаев новой коронавирусной инфекции. На борьбу с распространением вируса направляются все силы. В общественных местах усилен контроль за тем, чтобы граждане использовали средства индивидуальной защиты, а также соблюдали социальную дистанцию. В организациях установлены рециркуляторы и ионизаторы. Санитарная обработка в помещениях также обязательна. В учреждениях образования и здравоохранения на входе проводится термометрия. В детских же садах и школах ведется мониторинг посещаемости. В настоящее время наблюдается и сезонный рост простудных заболеваний. Цель – не допустить симбиоза двух недугов. Именно от всей нашей совместной усилий мы можем победить эту инфекцию. Требуется совсем немного. Это населению соблюдать масочный режим, соблюдать социальную дистанцию, соблюдать те гигиенические мероприятия, которые мы выполняем каждый день. Это мыть руки, это проветривать помещение, это обращаться к медицинским работникам при первых признаках заболевания вирусной инфекцией. Работу нескольких объектов торговли приостановят в Якутске из-за нарушения ограничений. Как сообщила заместитель руководителя регионального оперативного штаба Ольга Балапкина, в суд уже поданы обращения. Усилена работа административных комиссий. В ряде муниципалитетов штрафуют не только учреждения торговли, но и организации, в которых выявлены нарушения. По словам Балапкиной, на прошлой неделе нарушение безопасных условий зафиксировали в одном из управлений соцзащиты Якутии. Отмечается, что по данному факту приняты соответствующие меры. В столице республики вновь введены меры по контролю над соблюдением масочного режима в общественном транспорте. О том, соблюдают ли их водители и пассажиры маршруток и такси, расскажет Юлия Михайлова. В соответствии с указом главы республики от 27 апреля жителям города следует соблюдать масочный режим при нахождении во всех видах общественного транспорта и такси. И если летом многие забыли об этом указе, то теперь в связи с ростом сезонных простудных заболеваний контроль снова ужесточен. Статистику я, конечно, вам не скажу. Кто-то соблюдает, кто-то не соблюдает. Кто-то в масках заходит, кто-то без маски заходит. Мы ничего не можем сделать, мы же не можем их выгонять или так далее. Контроль над соблюдением данного указа ведется профильными подразделениями окружной администрации города. Также сами водители маршрутного транспорта обязаны соблюдать меры безопасности и проводить обработку салона по приезду на конечную остановку. Каждую конечку, каждый рейс сделаем, салоны подметаем, поршни протираем. Это касается и водителей такси. Впрочем, здесь ситуация обстоит сложнее. Пассажиров забирают с указанных адресов, и их в разы меньше, а значит слабее и общественный контроль. Подобная ситуация, когда вы садитесь в такси, а водитель находится в авто без маски, то пассажир вправе подать жалобу в службу такси или и вовсе отказаться садиться в машину. При этом хочется напомнить, что эти правила действуют в обе стороны. То есть, если без маски пассажир, то и водитель любого общественного транспорта вправе отказать ему в оказании услуги. Юлия Михайлова, Джулус Вакентьев, Якутск. Сейчас короткий блок рекламы. Смотрите далее в программе. Сразу несколько мостовых переходов открыли сегодня на федеральных трассах в Якутии. На днях в социальных сетях появилось видео со свалкой медицинских отходов в Нерюнгринском районе. Наши корреспонденты выехали на место и проверили информацию. Реконструкция второй начальной школы в Ленске близится к завершению. Скоро ребята вернутся в обновленные классы. Это итоги дня. Продолжаем программу.
Сегодня на границе Верхневилюйского и Нюрбинского районов состоялось открытие мостового перехода через речку Тюкян. Подрядная организация «Хотьковский автомост» сдала объект раньше установленного срока. На торжественном открытии побывал Роман Савинов. Для возведения моста через речку Тюкян на 702-м километре федеральной трассы Вилюй из федерального бюджета было выделено свыше 2,5 миллиардов рублей. В 2018 году к строительным работам приступила компания «Хотьковский автомост». За 2 года компания построила, собственно, сам мост протяженностью 267 погонных метров и 4-километровый участок трассы. Это так называемые подходы к мосту 3-й категории с асфальтобетонным покрытием. И с введением в строй данного объекта этот участок федеральной трассы А331 Вилюй наконец-то стал круглогодичным. Мостовой переход через речку Тюкян соединяет 2 района – Верхневилюйский и Нюрбинский районы. Мост имеет 3 русловые и 2 береговые опоры. На мосту установили 560 погонных метров наружного освещения, более 7 тысяч метров барьерного ограждения. Установлены новые дорожные знаки, нанесена дорожная разметка. Наше ежедневное присутствие обеспечило здесь выполнение работ с должным качеством. То есть мы, как представители заказчика, здесь ежедневно контролировали качество, технологию, применяемые материалы, все, чтобы это соответствовало нормативной документации и проектной документации. Нюрбинский район расположен так, что его разделяют 2 реки Вилюй и Мархат. Десятки лет, чтобы добраться до Якутска, приходилось 2 раза переплавляться на пароме через Вилюй и еще переезжать через наплавной мост в Тюкяне. А в сезон распутицы район оставался отрезанным от административного центра Якутска. Но с вводом в эксплуатацию в прошлом году моста через Марху и сегодня моста через Тюкян дорожная логистика значительно улучшилась. Что касается ценообразования, то, конечно, оно будет иметь максимальное значение и будет способствовать эффективному снижению вообще цен на продукты, потому что когда мы учитываем все предприниматели, все торговые организации, а также все вычеты и расчеты, которые производятся, они производятся с учетом паромных переправ и тех сезонных распутиц, которые у нас были. На строительстве мостового перехода через Тюкян было привлечено несколько субподрядных организаций. Нюрбинский филиал «Рикавтодор» также внес свой вклад в строительстве этого объекта. Местные ребята работали на подготовке дорожного полотна к подходам к мосту. Наша работа заключалась в том, чтобы подготовить и отсыпать подходы 4 километра. Работу мы начали 10 марта 2019 года, в прошлом году. Отсыпано порядка 360 тысяч кубов земполотна. Подготовлено основание ЩПГС. С нашей стороны горизонтальная разметка, укрепление откосов. Мостовики сдали свой объект гораздо раньше намеченного срока. Несмотря на то, что работа была проделана весьма быстро, качество объекта на высшем уровне. Благодаря строительству моста через речку Тюкян наконец-то удалось ликвидировать понтонную переправу и обеспечить круглогодичное движение автотранспорта на данном участке Фат-Вилюй. И теперь нюрбинцам остается лишь дождаться ввода в эксплуатацию мостового перехода через реку Вилюй под Верхневилюйском. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Нюрбинский район. Еще один мостовой переход ввели в эксплуатацию в Сунтарском районе. Он проходит через реки Сасыр-Юрях и Улахан-Мугур. Длина 25,5 метров с устройством 4 водопропускных труб. Также завершили капитальный ремонт участка федеральной трассы Вилюй. Это участок с 991 по 1008 километры. Еще одним событием стало открытие стелы «Дорога дружбы», символизирующая совместную работу дорожников Мирнинского и Сунтарского районов. Стройка велась по плану, материалы все нормальные, где-то даже с опережением графика. Качество, я думаю, достойное, скажем так. Хотелось бы пожелать безаварийного движения. На днях в социальных сетях появилось видео, где показана свалка медицинских отходов на берегу южно-якутской реки Беркакит в Нерюнгринском районе. На кадрах ролика видна груда из упаковок от шприцев, использованных спиртовых салфеток, медицинских игл, пачек из-под лекарств и самих шприцов. Наши коллеги из Нерюнгринского филиала выехали на место происшествия, чтобы разобраться в случившемся. Слово Тамаре Игнатьевой.
Река Беркакит протекает мимо одноименного поселка и впадает в Чульман в районе города Нерингри. Вместе с главой поселения Владимиром Добрыниным мы нашли место съемки видеоролика. Действительно, на берегу реки мы обнаружили отходы медицинской деятельности. Спиртовые салфетки, иглы, шприцы, также и упаковки от препарата Диаскин-тест, кожного теста, используемого для массовой диагностики туберкулеза. Причем перед самым нашим приездом свалку медицинских отходов кто-то поджег. Здесь люди отдыхают, я говорю, с детьми приходят, купаются. Взяли вот так, нехороший такой случай вот сделали. Но у нас река Беркакит, здесь и хариус водится, люди рыбачат, ловят. Я говорю, здесь и купаются. Вот. Гальяны есть. То, что если отдыхая, можно на уху-то здесь наловить. Через некоторое время на место несанкционированной свалки подъехали представители детской поликлиники Нерингринской ЦРБ. По их словам, 14 сентября в Беркакитской школе была проведена туберкулинодиагностика с помощью пробы МАНТУ. Процедуру делали медики детской городской поликлиники. Утилизировать медицинские отходы должны были тоже они. Нам удалось дозвониться до директора школы, чтобы уточнить, были ли утилизированы отходы медиками. Получается, когда прошла вся эта вакцинация вот этими, шприцами, Оксана, наша фельдшер, потому что те, оказывается, уехали, наша фельдшер положила в мусорное ведро, которое у нас в медицинском кабинете. И все это потом переложили в коробку. Техничка пошла и выбросила в мусорный ящик. Получается, что медработники, проводившие пробы МАНТУ, отходы сами не утилизировали. Вероятно, ящик с медицинскими отходами кто-то привез и вывалил на берег реки Беркакит. Но кто? Сотрудники детской поликлиники заверили, что проведут служебное расследование, установят виновного и примут в его отношении самые жесткие меры. По результатам служебного расследования уже примем какое-то решение, действительно. Наша это, получается, вакцина, не наша была вакцина, и вообще чьи-то отходы. Ну и, соответственно, убрать это надо будет, поэтому вопрос уборки тоже мы, наверное, возьмем на себя. Вот так, благодаря неравнодушным людям, стали известны нарушения, допущенные ответственными лицами. Будем надеяться, что медработники учтут этот урок, примут соответствующее решение и впредь будут относиться к своим обязанностям более ответственно. Но хочется обратиться и к жителям, оставляющим свой мусор в ненадлежащих местах. С вас ответственность тоже не снимается. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. Здание второй начальной школы в городе Ленске практически реконструировали. Этого часа сотрудники, родители учеников и сами дети ждали уже давно. В здании были сгнившие полы, перекошенные ступеньки и много других недочетов во внешнем облике. Полгода неудобств учеников младшего звена пришлось перевести в основное здание. Ход капремонта проверила Анна Кожевникова. Яркие стены, расписанные в виде геометрических фигур, современное прорезиненное покрытие. Спортзал начальной школы номер 2 уже готов к урокам физической культуры. И он смело выдержит почти 500 пар кроссовок. А именно столько детей учатся в этом здании. Долгожданный капремонт второй начальной школы профинансировали из районного бюджета. Работы начались в марте. Многие кабинеты уже затерты. Осталось только под покраску, выложен коридорчик плиточкой, а в остальных кабинетах это линолеум будет. Все это готово у подрядчика, только вот идут постепенно все свои работы. И я очень надеюсь, что в конце октября школу мы сдадим. Очень тяжело в основной школе, это у нас на сегодняшний день 1083 человека. В 6 потоков занимаемся, каждый со своим временем, со своим расписанием. И учителя уже устали, это и напряжение на работу столовой. В этом же здании обновленная столовая уже ждет поваров и готова к ароматным запахам пищи, которые будут нейтрализованы специальной вытяжкой, тоже, кстати, новой. Обновили и кухонное оборудование. Несмотря на глобальные ремонтные работы, руководство школы уделяет внимание и эстетической красоте. Например, пригласили художника для росписи стен. На втором этаже сейчас идут работы по укладке напольной и потолочной плитки. Стены во всех кабинетах выровнены. В коридоре устранены предписания пожарного надзора. Объединены 2 крыла. Теперь здесь образовался сквозной коридор. Пришлось повозиться с полом. Непредвиденная работа. Во время работы вышло вот эти поли, которые у них было, видимо, в 2000 году было наводнение. Они все гнилые стали. Когда нам сказали поменять фанера, когда фанера поменяли, все доски были гнилые. Тут была комиссия, было представители УКСа, директора. Они нас просили, чтобы поменять все. И вот этот вопрос у нас пока решились, и мы залили этот бетон.
Поэтому сроки работ сдвинулись. Также возникли проблемы из-за пандемии с завозом работников. Но тем не менее, с основными задачами подрядчик уже справился. Истинную оценку качества выполненной работы поставит время. Но фирма уже зарекомендовала себя в республике. На ее счету такие крупные объекты, как спорткомплексы в Алдане и Алекминске. Еще немного, и ученики начальной школы вернутся в свои обновленные кабинеты. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД «Поезд Победы» сегодня отправился из Санкт-Петербурга в Москву. В 7 вагонах состав вмещает трехмерную панораму, воссоздающую атмосферу поезда времен Великой Отечественной войны. Авторы проекта, посвященного 75-й годовщине Победы, команда молодых людей, неравнодушных к истории России, творческой мастерской «Невский баталист». Работу мастерской «Битва за Берлин» оценил президент России Владимир Путин, поручив создать трехмерную панораму у Невского пятачка, которая стала музейно-мемориальным комплексом. После возвращения из Москвы 25 октября экспозиция «Поезд памяти» откроется для посетителей и будет курсировать по железной дороге по разным городам России. Здесь поезд – это такая большая машина времени. Это поезд-музей. Это некая аллегория жизни от 41 года к 45-му, к возвращению домой. Мы показываем и довоенный период, такой радостный, полный надежд, и дальше тревожные, там электричка, когда едут все на фронт, и совершенно неожиданные локации концлагеря или окопов. Новый якутский военный фильм выйдет во всех кинотеатрах столицы в 20-х числах октября. Режиссер снял картину по мотивам одноименной повести якутского поэта-фронтовика Тимофея Сметанина. С режиссером встретилась наш корреспондент Елизавета Васильева. Суровые годы Великой Отечественной. Еще вчера простые ребята, а ныне солдаты, вынужденные рисковать жизнью, защищая Родину. Главная задача режиссера – показать современным подросткам, что настоящие супергерои среди нас. Все зависит от силы духа человека. Куда его бить, товарищ лейтенант? Якутского солдата Чарина сыграл артист Государственного театра коренных малочисленных народов Севера Айтал Степанов. Это его первая роль в кино. Во-первых, это большая честь воплощать на экраны героя повести Тимофея Сметанина. Во-вторых, это вообще мой первый опыт в большом кино. Воочию узнал, каково вообще происходит производство фильмов таких больших. Получил огромное удовольствие вообще от процесса съемок, познакомился с интересными, очень талантливыми людьми. Героический блокбастер. Так характеризует свою первую большую режиссерскую работу Дмитрий Кольцов. Экранизировать повесть «Рядовой Чарин» попытались еще 5 лет назад. Тогда Дмитрий сам снимался в фильме в качестве актера. Но первая версия ленты так и не вышла в свет. И Кольцов берет инициативу в свои руки. Переписывает сценарий и снимает картину заново с новым актерским составом. Представление о самом продакшене, о том, как снимать, о том, как писать и о том, как работать с актерами, я и имел представление, потому что 20 лет проработал в рекламном бизнесе. Тут, когда предоставилась возможность поработать в таком большом проекте, да, объемы, конечно, совершенно огромные по сравнению с рекламой. Это огромный опыт, это огромное счастье. Весь постпродакшн кинокартины прошел в Якутске, кроме звука. Эту часть работы завершали в Петербурге. По словам режиссера, половину фильма сняли на синем фоне. Графикой дорисовывали леса и поля, импровизировали окопы и павильоны. В итоге получилось то, чего и хотелось создателям. Не фестивальное кино, а семейный фильм для массового зрителя. О войне, о простом якутском парне, который оказался настоящим героем. Это блокбастер, это героическое кино, блокбастер со всеми вытекающими, с очень динамичным монтажом, с очень хорошей, интересной музыкой и с таким ощущением гордости за нашего главного героя и персонажа. Есть постоянное напряжение, есть постоянное ощущение, что ты находишься там, и очень все динамично и не скучно. Около 5 миллионов рублей потребовалось создателям, чтобы снять ленту. Эта сумма равна средствам крупного рекламного ролика, говорит режиссер. Премьера назначена уже на 22 октября. К слову, фильм снят на русском языке. И в планах у создателей прокат не только по улусам, но, если получится, и по всей стране. Елизавета Васильева, Семен Семенов, Якутск. Это были главные события пятницы. Наш телеканал продолжает следить за новостями. Спасибо за внимание и до свидания.